Стратегия развития спорта до 2030 года будет представлена в ноябре. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцын. По его словам, документ формируется с учетом федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Обсудим детали вместе с депутатом Госдумы от Башкортостана Римой Баталовой. Рима Акбердиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам в студию. Я знаю, что вы принимали участие в обсуждении этого стратегического документа. Поделитесь, пожалуйста, как шел разговор. Ну, действительно, стратегия 2030 везде обсуждается. Она обсуждается и в регионах, и, конечно же, обсуждается в регионах России. Но 4 сентября мы также обсуждали при комиссии по делам инвалидов в аппарате президента. Вы знаете, действительно, стратегии не были видны то, что нас волнует. Нас волнует что? Первое, как я выступила в своем выступлении, говорила о том, что первое – это доступность наших спортивных объектов. Вы знаете, вот построено 322 тысячи спортивных объектов, из них всего лишь готово принимать инвалидов 79 тысяч объектов только. Но это почему такая большая цифра недоступности? Это были, знаете, все-таки построены еще спортивные объекты давно, которые действительно реконструкции требуются, да. Но в 2019 году построено было 84 тысячи объектов, и 74 из них тоже готовы, но 10 тысяч объектов все-таки не готовы принимать наших ребятишек наших, которые тоже хотят заниматься и хотят быть равными среди равных. Также было поднято вопрос, значит, наших учителей, которые занимаются в коррекционных школах. Ведь в коррекционных школах что у нас? Дети именно начинают оттуда, они берут оттуда старт, именно в школе. Им подают вот эти азы, они видят наших ребят, насколько они готовы. И иногда так получается, вот эти школьные учителя готовят наших ребят до выступления на чемпионатах мира, на чемпионатах России, да, и получается, учителя потом выбиваются, у них нету документа, что они классификацию прошли, занимаясь с этими ребятами, а получается, тренер, который уже берет готовых ребят, они имеют уже все, значит, привилегии, которые получают уже после того, как наши ребята выступают на тех или иных соревнованиях международных. Вот эти вопросы были, конечно, подняты. Ну и, конечно же, много вопросов было также обучение, значит, наших медиков, чтобы они могли работать. Ну, вопросов очень много было. И эти вопросы я, конечно же, подала. И уже 22 сентября у нас будет также проходить уже готовый документ, мы будем разбирать и смотреть, как они прошли, те замечания, которые мы отметили. Давайте обсудим ситуацию в Башкортостане. Вот есть партийный проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» называется. Как вы оцениваете, насколько активно он реализуется здесь у нас в республике? Да, действительно, проект партии «Единая Россия» «Детский спорт». Знаете, это заявка от заявителей, от наших заявителей, да, до нас, чтобы оно дошло, чтобы как наше правительство может это все реализовать. Мы над этим действительно работаем с самого начала. Это формирование заявок, значит, это доводить до федерального, значит, обслуживания, до обеспечения, значит, федеральных денег, да, и, конечно, сдача, опять же, этих объектов, скажем так. Ну, направлений вообще детского спорта в партии «Единая Россия» очень много. Это, во-первых, мне очень нравится проект, который я сама веду, это, знаете, ремонт спортивных залов в сельских школах. Но мне этот проект очень нравится, потому что действительно дети должны быть, опять же, равны, потому что не только в городах могли дети заниматься в таких уже оснащенных, хороших спортивных залах, да, но и наши дети, учась, например, в сельской местности, в деревне,
они могли также заниматься спортом. Это действительно так. И знаете, уже этот проект у нас реализуется с 2014 года. И на сегодняшний день, вот 2019 даже год, реализовано, значит, 340 миллионов, ну, где-то около 400 миллионов, потому что я не беру еще 2020 год еще она реализуется и издаются эти объекты. И уже, скажем так, 340 школ уже отремонтировано. И 526, значит, организаций оснащены спортивным инвентарем. Также наша задача, чтобы наших детей не только обеспечивать, например, инвентарем, также экипировку, чтобы они имели. Опять же, это кто в этом нуждается? Опять же, нуждаются это сельские школы. И создали в сельских этих школах, знаете, уже клубы спортивные, чтобы наши дети могли также выступать. Ну, кроме того, я знаю, что вы лично организовываете также встречи воспитанников спортивных клубов с именитыми спортсменами. Вот даже коллег по Госдуме вы привозили в Уфу, и я сама лично это видела. Но из-за коронавируса такие встречи, конечно же, сейчас у нас сократилось их число, да, но все-таки ближайшие планы какие вот в этой части? Ну, это, знаете, это вот такой, скажем, опять же, такой проект, это мой любимый, наверное, все-таки, чтобы наши дети увидели своих героев и встречались с ними, и на них равнялись. Да, действительно, этот проект, это мой, наверное, все-таки даже личный мой проект, но я стараюсь своих, конечно, коллег, это спортсменов, олимпийских чемпионов привозить сюда. И вы знаете, как уже знаете, что в этом году из-за коронавируса общественная премия Риммы Баталовой мы не смогли провести. Я знаю, что наши детишки очень этого ждали, и они очень волнуются. Вот, пользуясь случаем, я хочу сказать, дорогие ребята, все-таки этот проект, оно не закрывается, потому что это общественная премия уже 7-я. Мы будем проводить 7 апреля. Следующего года. Да, следующего года. Но в этом году уже нет смысла, наверное, и нет возможности собирать столько детей, которые бы могли участвовать и посмотреть на наших героев, скажем так. А действительно, это ведь наши ребята-герои. И поэтому собирать для того, чтобы только собрать и для 50 и 100 человек, это вообще, наверное, нереально, скажем так. А 7 апреля мы обязательно, у нас те дети, которые выиграли, они остаются. И еще мы объявим в 2020 году, кто все-таки мог выступить на международных соревнованиях. Мы еще их к этому добавим. Так что, ребятишки, вы не беспокойтесь. Тренера все, в общем, все будут остаются, и мы такой, знаете, дополнительный конкурс объявим. И еще такая тема. Всероссийский фестиваль детского дворового футбола проходил также в прошлом году. Будет ли продолжена эта традиция? Ну, очень хочется, чтобы эта традиция, конечно, партия «Единая Россия» продлила. Но, опять же, это, наверное, скорее всего, на сегодняшний день это невозможно. Уже, во-первых, лето уже у нас кончается, да, это в 2021 году я думаю, что обязательно продолжим этот проект. Этот проект нужен, опять же, для наших ребятишек, для наших тех, может, даже и родителей, ведь в основном-то родители не знают, куда своих детей деть летом. Сейчас они все-таки учатся, и они заняты, скажем, да, так, а лето как раз, это дворовый футбол, это, знаете, опять же, мы берем ведь тех ребятишек, которые занимаются в сельской местности. Надо привлекать этих ребят, чтобы, я как уже говорила, чтобы они равные среди равных были. Ну и, кстати говоря, в этой части такая информация. В Башкортостане в ближайшие годы планируется открыть 16 бассейнов и плюс физкультурно-оздоровительных комплексов. Да? Кроме того, хотелось у вас спросить, ваша коллега Оксана Савченко предлагала сделать день плавания. Вот как вы относитесь к этой инициативе и что думаете по состоянию спортивной инфраструктуры у нас в республике? Вы знаете, начну о том, что как вообще наша республика сейчас чувствует себя, да, как спортивная республика становится. Вы действительно, это так, потому что я посмотрела вообще график наших соревнований, которые будут проводиться в будущем, которые все-таки нам разрешат, да, проводить. И поэтому там каждая неделя, почти каждый,
я не могу сказать, каждый день, но каждая неделя проводятся какие-то соревнования у нас. Есть соревнования и чемпионата России. Кстати, вот 26 сентября будет проводиться чемпионат России по плаванию среди инвалидов по зрению. И всех я, жителей, приглашаю, кто неравнодушен к нашему спорту. А то, что желание Оксаны проводить плавательный день, один день плавания, да, с удовольствием я поддерживаю, понимаете, была бы инициатива, и эту инициативу надо реализовать. Не только просто говорить то, что мы хотим, надо реализовать, это же все в наших руках и в наших силах, наверное. Наверное, со своей командой Оксана это сделает, то пожалуйста. Также каждый может, знаете, мы же делаем один день бега, да, там марафонский бег или что. Но это все в наших руках, и инициатива не наказуема же, правда? Поэтому только удачи. Римма Акбердиновна, мы сегодня говорили про стратегию развития спорта до 2030 года и про детский спорт в Башкортостане. Самый главный секрет, как добиваться успеха и побед. Вот ваш секрет маленьким телезрителям БСТ. Во-первых, хочется всем пожелать, знаете, чтобы люди уважали себя, видели себя красивыми. Занимайтесь физической культурой. Я не говорю спортом, потому что все-таки спорт – это высшее достижение, да. А физической культурой мы можем заниматься все. Кто-то ходьбой, кто-то там, может быть, занимается именно бегом, кто-то плавает, кто-то у всех возможности есть. Это лень, которая нас преодолевает, и мы не хотим вставать со своего любимого дивана, с кровати, еще. Просто встать и идти. Просто, шагать можно, идти можно, да. Не обязательно идти куда-то в спортивные объекты. Вечером вы пришли с работы. Не поленитесь, пройдитесь хотя бы 30-40 минут. Но вообще эффект вот этих ходьбы, скажем так, не меньше 40 минут. Тогда все-таки будет эффект. И, конечно же, наверное, немножко соблюдать питание. И детям отдельно. А детям, дорогие ребята, вы знаете, я так рада, что наша республика стала спортивной. Я вообще очень рада, потому что все-таки какое-то было время, когда наши ребятишки как-то немножко, наверное, отошли от спорта. Но сегодня, знаете, спорт это становится не только нормой жизни. Спорт это вообще на сегодня это красиво, да, это модно. Здоровый образ жизни это действительно стало модной. И, дорогие ребятишки, я бы хотела вас видеть всегда красивыми, всегда сильными и здоровыми. Ведь будущее в ваших руках, а мы верим в вас. И на этой ноте мы заканчиваем наше интервью. Спасибо большое, Римма Акбердиновна. Я напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения была депутат Госдумы от Башкортостана Римма Баталова. И мы говорили о том, что спорт – это сегодня норма жизни. Оставайтесь на БСТ.